только первый президент Грузии. Зиад Гамсахурди – это символ свободы и независимости Кавказа. Ბატონო ბადრი, თქვენთვის რას ნიშნავს ზვიად გამსახურდიას სახელი? ზვიად გამსახურდია ჩემთვის ნიშნავს საქართველოს თავისუფლებას. Виктор Домуховский. Я хочу, чтобы мы почтили светлую память Виктора Домуховски, Звияда Гамсахурдия, Мераба Кустава, всех героев, которые сражались за независимость Грузии. Я рада приветствовать министра иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Инала Шарипа. Наконец-то не онлайн. Приветствую, Инал. Приветствую, Инна, приветствую всех наших телезрителей. Почему это мероприятие сегодняшнее приурочено памяти первого президента независимой Грузии Звияда Гамсахурдия? Звияд Гамсахурди – это часть истории не только Грузии, но и всего Кавказа. И он, как вы знаете, и многие знают, что отношение к первому президенту Грузии не только у президента Джохара Дудаева, но и у всего чеченского народа было особое. Мало того, почему это сегодня важно? Это важно в контексте антиколониальной политики в принципе. И вот кавказская солидарность, кавказское единство в этом вопросе, в вопросе антиколониальной повестки, сегодня является одной из, на мой взгляд, главных идей. Звияд Гамсахурди – это символ свободы и независимости Кавказа. Кавказ – это единый организм. И в этот период, самый ответственный период в истории наших народов, кавказских народов, и не только кавказских народов, но и многих народов, колонизированных Советской империей, наступил момент свободы и восстановления их государственности. И в этот период именно Звияд Гамсахурди, как первый президент Грузии, и Джохар Дудаев, как первый президент Чеченской Республики Ичкерия, заявили о создании общекавказского дома. Именно этот месседж, именно этот сигнал и эта декларация, которая была заявлена президентами наших народов, очень серьезно насторожила противников свободы и независимости этих народов. Выражение «распад Советского Союза» – это геополитическая катастрофа 20-21 века. Это выражение зарождалось, хотя оно было озвучено намного позже, но оно зарождалось именно в тот период. И первые беспокойства были вызваны именно общенародно выбранными, всенародно избранными, общенациональными лидерами Звияда Гамсахурди и Джохара Дудаева. Я абсолютно уверенно могу сказать, что с этого периода, с тех пор, в мире нет ни одного политика и главы государства, которые были избраны вот как
как прошли выборы и Звиада Гамсахурдия, и Джохара Дудаева. И они всецело подпадают под категорию общенациональные лидеры и всенародно избранные. Я исхожу из того, что мы знаем проценты, когда выбирают. Я не осуждаю. Естественно, демократические институты, они работают, они работали и будут работать. Но в данном случае мы имеем в виду то, что сейчас происходит. 30%, 52, 53, 54. А без преувеличения за Джохара Дудаева и за Звияда Гамсахурда проголосовали более 90%. Именно на демократических свободных выборах. Но сейчас вопрос не об этом, вопрос в другом. Они представляли угрозу уже зарождавшейся системе, новой системы, которой была поставлена задача возрождения уже Российской империи после трансформации Советской империи в СНГ. И вот этот процесс, когда начался, первыми, кто это увидел, услышал и били тревогу, это был Звияд Гамсахурдия и Джохар Дудаев. Но сегодня, когда мы находимся в период становления нового государственного устройства, нового мирового устройства, мы должны вернуться к истокам и вспомнить тех, кто стоял у истоков вот этих событий, которые начались сегодня. Это был Звияд Гамсахурдия, это был Джохар Дудаев. И поэтому для нас очень важно было именно сегодня, когда идет неправедная война в Украине, и когда мир наконец-то осознал и услышал Звияда Гамсахурдия и Джохара Дудаева спустя 30 лет, когда начались события в Украине, это очень важно, чтобы мы начали все громче и громче заявлять и говорить. И чтобы мы давали миру сигнал и надежду на то, что действительно истинная демократия, она зарождалась на Кавказе, потому что Кавказ, она и является колыбелью демократии и цивилизации на самом деле. И сегодня то, что наше правительство, и то, что мы сформировали и создали комитет по восстановлению кавказских государств, то, что у нас сегодня функционирует организация Ассамблея народов Кавказа, в лице их руководителя, президента Руслана Кутаева, который присутствует здесь, мы должны работать вместе и должны работать вместе с украинской стороной и с украинцами, которые сегодня стоят на передовой. Мы прибыли буквально с нашим министром обороны, мы прибыли только вчера из Украины в Европу. Мы прибыли сюда специально для участия в этом мероприятии. Я хочу поздравить всех, кто сегодня прибыл сюда, не только тем, что они сегодня могут получить приз за игру в шахматы, за то, что они принимают участие именно в событии, которые можно сегодня назвать эпохальным. Эпохальное событие – это война в Украине. И мы все причастны к этому. И мы, находясь здесь, не находясь на передовой, на линии фронта, но своими заявлениями, действиями, своей поддержкой, мы являемся частью, и мы причастны к этому. И мы должны это продолжать. Еще раз огромное спасибо и оргкомитету, и участникам шахматного турнира, и всем нашим гостям, которые сюда прибыли. И здесь я вижу грузинских наших друзей, братьев. Еще раз приветствую вас, Гуамар Джоба, и хочу поздравить грузинский народ завтрашним днем, днем независимости Грузии, который зарождался и связан непосредственно с именем Звияда Гамсахурдия. Огромное спасибо всем, кто принимает сегодня участие в этой работе. Баркалла, ассаламу алейкум. Я хочу сказать просто два слова. Фильм, который вы увидите, он не благодушный, он жесткий. В прошлом году мы опубликовали фильм, посвященный Звияду Гамсахурдия, где мы показали величину его интеллектуальных возможностей, его нравственных возможностей. И этот фильм мы сняли специально в городе Святого Франциска Ассизи, потому что этот святой много значил для Звияда Гамсахурдия. А сегодня мы покажем, как империя бросила вызов этому человеку, и вы увидите, как это больно, как это жестко. Но дело в том, что эта империя не успокоилась, и сейчас действует так против Украины. Тогда это был один человек, лично Звияд Гамсахурдия, потом это был Джохар Дудаев и весь чеченский народ, а
сейчас это украинский народ. Завтра будет день рождения, кроме того, что завтра День независимости Грузии, это день рождения Мераба Густава, еще одного нашего лидера, который вместе со Звядагом Сахурдия, собственно говоря, вернул независимость Грузии. И Мераб Густава говорил, что если ты видишь, что с кем-то поступили несправедливо, не думай, просто стань рядом с ним. Поэтому грузины сегодня стоят рядом с украинцами, чеченцы стоят рядом с украинцами. Это единственное, что может сделать нормальный человек любой национальности против империи. И вчера был день памяти такого человека, Виктора Домуховского. Он был парламентарием в правительстве при Звяде Гамсахурдия, и они с женой Русудан Кекалейшвили претерпели репрессии. Это тоже страшная история, что случилось со всеми, кто был вокруг Звяда. И я хочу, чтобы вы обратили внимание, в этом фильме будут кадры, когда Джохар Дудаев приветствует парламентариев грузинских. И это было в день принятия Конституции 12 марта 1992 года в Грозном. И там рядом в кадре Виктор Домуховский. Я хочу, чтобы мы почтили светлую память Виктора Домуховский, Звяда Гамсахурдия, Мераба Густава, всех героев, которые сражались за независимость Грузии. Итак, дорогие друзья, я имею честь представить почетного консула Чеченской Республики Ичкерия в Бельгии Ан-Мари Гелен. Приветствую, Ан-Мари. Да, добрый день. Спасибо большое за организацию, за помощь этого мероприятия. Почему вот для тебя важно было организовать, помочь организовать этот международный шахматный турнир, еще и назвать его в честь первого президента независимой Грузии Звяда Гамсахурдия? Во-первых, конечно, я всегда рада помочь представителям Чеченской Республики Ичкерия, потому что я являюсь почетный консул, конечно. Так что каждое мероприятие, которое происходит в Бельгии, я стараюсь помочь, поддерживать. Почему в рамках чести Гамсахурдия, потому что он же первый избранный демократический президент Грузии, и мы хотим дать оценку этому событию, что это настолько важно и тоже по пути к свободе Ичкерии, что мы поддерживаем демократию, мы поддерживаем справедливый мир, и поэтому я считаю так важно, что мы сегодня здесь собираемся именно в честь Гамсахурдия и вообще в честь всех ичкеристов. Уважаемый премьер-министр, уважаемые министры, уважаемые гости, большое спасибо за предоставленное мне сегодня слово по такому важному поводу. Мы собрались здесь, в самом маленьком городе Бельгии, Морцеве, но не со самыми маленькими гостями. Как почетный консул Республики Ичкерия в Бельгии, я особенно рада приветствовать и всех вас здесь. Шахматы не совсем мой конек, признаюсь сразу, но я считаю очень важным, что этот интеллектуальный вид спорта собрал нас здесь сегодня. Шахматы – это древняя игра, которая иногда может накалить обстановку. Шахматы даже были одним из полей, где велась холодная война. Многие здесь, на Западе, помнят леденёное напряжение, которое висело вокруг крупных турниров, когда шахматист из Советского Союза должен был играть против шахматиста Запада. Иногда шахматист переходил в другую сторону и сдался, а иногда поддерживал режим и помог распространению советской пропаганды. В любом случае, каждый турнир привлекал внимание. Что принесет сегодня, мы пока не знаем. Я хочу пользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить чеченское правительство и чеченских бойцов в Украине за их
безудержную, мужественную и необходимую приверженность и поддержку свободы Украины. В прошлом месяце мне удалось посетить их офис и встретиться с разными представителями. То, что они делают, достойно восхищения и уважения. Для меня большая честь иметь возможность поддерживать их в борьбе за демократию и свободу. Я также желаю нашим грузинским гостям будущего свободы, мира и справедливости. Мира и свободы для всех. Инна, с именем Звияда Гамсахурдия связаны очень большие события, происшедшие в 90-х годах. Звияд Гамсахурди получил в Чечне не только убежище как человека, как президента, преследуемого на родине, но Чеченская республика для Звияда Гамсахурди стала и местом его погребения. Мы всегда, соратники Джохара, те, кто с ним рядом трудился, работал, общался, для нас Звияд Гамсахурди и Джохар Дудаев, равно как Мераб Костава и другие лидеры Кавказа в прошлом и в настоящем, они дороги. И правительство Ичкерии, Чеченской республики за рубежом, сочло важным вспомнить в эти дни, как раз в день провозглашения независимости Грузии, имя Звияда Гамсахурдия. Гамсахурдию нельзя забыть. Гамсахурди – это человек, легенда, это новое мышление, это целая эпоха, которая должна была увенчаться успехом, но, как мы все знаем, эти антинародные, по сути, преступные элементы свергли Звияда Гамсахурдия, и он вместе с Джохаром не смогли добиться той цели, которую они наметили, то есть создание общекавказского дома, общекавказского государства. Поэтому сегодня в очередной раз мы вспоминаем Звияда Гамсахурдия как близкого друга, соратника нашего первого президента, ну и, конечно, как героя Кавказа. Спасибо, Абдулла. Добрый день, приветствую здесь всех вас. Начну с того, что я потрясен. Потрясен, что я случайно узнал об этом турнире, и что чеченцы проводят турнир в честь первого президента Грузии. Я очень и очень обрадовался, очень рад. Спасибо вам огромное за эту любовь, за то, что вы помните и следуйте той пути. Не буду говорить много насчет нашего президента. Как раз вчера читал такую вещь, как Джохар, покойный Джохар Дудаев звонил этому президенту Армении, когда Звияд был там. Наши же переехали сначала в Армению. И там их очень плохо приняли. И слова Джохара были такие: я тебе воздух перекрою. Пришлите мне Звияда целостности и сохранности. Так он обещал Петросяну. Такими словами обращался он. И так или сяк вот его и нашу делегацию привезли в Чечне. Очень благодарны мы вам, очень благодарны за все, что вы Звияду сделали. Спасибо вам огромное за все.
ბატონო ბადრი, თქვენთვის რას ნიშნავს ზვიადგამსახურდიას სახელი? ზვიადგამსახურდია ჩემთვის ნიშნავს საქართველოს თავისუფლებას. ამ ადამიანო მერაბ კოსტავასთან ერთად მოგვიტანა ჩვენ ეს იდეა, რომლისაც არავის არ გჯეროდა, არც ვიცოდით რა, არავის არ გჯეროდა. ამ ადამიანო დაგვენახა ჩვენ სხვა მსოფლიო, სხვა თვალით. ეს არის გენიოსი და უდიდესი პიროვნება საქართველოსთვის. Сейчас я хочу на русском спросить. Вот вы посмотрели этот фильм, он очень, такой резкий. И он для многих людей, нашей аудитории даже будет... То есть люди будут не готовы воспринять вот таким образом постановку вопроса. Что вы думаете по этому поводу? Это правильный фильм. Что я думаю, много не могу говорить. Это правильный фильм. Это без идеологии, без пропаганды. Вот это, что было, вы это и показали. Это и было. Это проходило передо мной. Я был один из участников этого движения. Это все происходило так, как вы описали. Это настоящий правильный фильм. Браво. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Как вы думаете, что надо сделать, чтобы в Грузии наконец однозначно дали политическую оценку этим событиям? Не так, что Звиад-Гамсахурдия наш герой, но Шеварднадзе тоже был хороший. Знаете как, сейчас молодежь уже понимает, их уже трудно обвести. Их трудно обвести, как предыдущее поколение. Их не обманешь. Они все это уже понимают. Надо было давать политическую оценку эту, но тогда вот Михаил Саакашвили, во время Михаила Саакашвили, они не дали политическую оценку этим событиям. А сейчас у нас правит то же самое путинщина, то же самое кадыровщина, что и там, то и в Грузии. Просто формы другие. Сейчас это правительство точно не будет ничего про эти события говорить. Тем более, что они сейчас, это их большинство их членов правительства, это потомки этой красной интеллигенции. Звиад-Гамсахурдия, кто такой? Это личность планетарного масштаба. Для нас, чеченского народа, Звиад-Гамсахурдия являлся большим другом. И это тот человек, который, благодаря кому Чеченскую республику Ичкерия первой Грузия признала Чеченскую республику Ичкерия на мировой арене как свободное государство. Личность Звиада Гамсахурдия – это человек, который всю свою жизнь мечтал о свободном Кавказе. Вместе с Джохаром Дудаевым они стремились построить свободный, независимый Кавказ от русского имперского влияния. И поэтому сегодня на пике, скажем, когда Российская империя, иншаллах, идет к своему концу, такие мероприятия, такие лидеры, как Звиад Гамсахурдия, Джохар Дудаева, лишь произнесение их имен и обращение внимания к этим лидерам, это уже большой вклад в деле окончательного развала этой империи. Поэтому это очень знаменательное событие, и для нас мы хотели обратить внимание в честь Звиада Гамсахурдия, приуроченную к Дню независимости свободной Грузии. Надеемся, что скоро Грузия сбросит эти вековые оковы, которые окутала Россия, будет одним из лидеров свободного Кавказа. Уважаемые друзья, ассаламу алейкум, приветствую всех участников. Сегодня турнир имени президента Грузии Джохара Звиада Гамсахурдия. Джохар Дудаев, Звиад Гамсахурдия перекликается, это друзья, это коллеги. Мне посчастливилось в Грозном, он у нас жил в здании гостиницы Кома партии, я с ним несколько раз встречался. Звиад это был не просто политик, он философ, он правозащитник.
Это человек действительно высочайшей степени интеллекта и понимания. И вот эта идея, Кавказский общий дом, мы эту идею не останавливаем, мы эту идею двигаем. В 2011 году образована Ассамблея народов Кавказа. В 2012 году по положению Устава Ассамблеи народов Кавказа первый президент Грузии Зиад Гамсахурди, первый президент Чеченской республики Джохар Дудаев награждены высшими орденами Герой Кавказа, и мы в сентябре, если это, иншаллах, ничего не сорвется, в Страсбурге на международной конференции родственникам высшие ордена Героя Кавказа мы обязательно вручим. Звенья и Джохар Дудаев — это не просто какой-нибудь эпизод Кавказа, это событие во всем мире. Хотят этого или не хотят, мир должен считаться с этими людьми, потому что с этими людьми связаны события. Две войны в Чечне, война в Грузии в 2008 году — это начало, это прелюдия того, что сейчас происходит в Украине. Этот монстр, необузданный фашистующий Русская империя, с самого начала мы говорили, мы транслировали, что этот монстр не остановится, пока ему не обломают рога. Никто нас не слышал, но хвала Аллаху, в Украине начинают понимать. Скажу вам честно, я как человек, профессионально занимающийся политикой, я понимаю, миром движет интерес, в том числе и Запад, и Соединенные Штаты Америки, кстати, которые две чеченские войны спонсировали и давали деньги России, чтобы нас убивали. Но я не об этом, я хочу сказать о другом. Сегодня интерес и страх вошли в конфликт. Страх Европы, осознание и понимание, что русские не остановятся в Украине, они придут сюда, в Европу. Интерес и страх, когда вошли в конфликт, страх все-таки победил, и Европа понимает, осознает и сейчас собирается защитить. Я надеюсь, что два великих человека, действительно великих, Зиад Гамсахурди и Джохар Дудаев, то, что они заложили, их идеи, идеологии, освобождения, свободы, мы обязательно будем двигать дальше, и инициаторы вот этого турнира здесь как раз и хотели. Здесь вспомнили, что завтра День независимости Грузии. Это все не случайно совпало, это было продумано, и с этим учетом это было и проведено. Я надеюсь, что сегодня выиграют лучшие шахматисты, я надеюсь, что сегодня будет все хорошо. Всех благ, всего хорошего. Ассаламу алейкум. Сегодняшнее мероприятие проводится в честь Зиада Гамсахурди, самого близкого друга, товарища нашего первого президента Джохара Дудаева. Из-за уважения к Гамсахурди мы решили провести мероприятие. Я очень рад, что сегодня этот день мы отмечаем. И не то, что здесь этот знаменательный день и в Берлине ребята отмечают. Там наши друзья в Грузии тоже последователи Гамсахурди. И по всей Европе, можно сказать, отмечают этот день. Это очень важный день. Я надеюсь, что такие дни мы каждый год будем отмечать свое государство свободно. Спасибо большое. I Gürcü halka prezident Ziyad Ghamsahurdi, iştvel nokçi prezidenti Johar Dudayev'si şey onga şey mıhgah parotu da şey sinu şadelırsa tamam kızartar sesunu mehal şu masal bakal ara doğdu son tamam kızar loçan. Hetse Gürcü mataha istedir sto Gürcü bir çlarım. Moge salme bitçeno Zürka sotsime bu da debu. Čano kartvele bu dres, vezalia miyama ebaro, vesrabi andreva vevres, romelic etzvneba, Sakatonos პირველ პრეზიდენტს Zviad Gamsahurdias, მის სახელობის ჭადრაკი იმართება დღევანდელ დღეს. და ჩვენი ჩეჩნეთის პირველი პრეზიდენტი ჯოხარ დუდაევი და გამსახურდია ძალიან ახლო მეგობრები იყვნენ.
ის ორი ლეგენდა, რომლებმაც გაწერეს თავისი თავი მშვიდობისთვის და მე დღეს როგორც ჩეჩნეთში, ისე საქართველოს ჩემი სამშობლოა და ჩემი სიამაყეა. ჩეჩნეთი ჩემი სიამაყეა და დღეს ისე საქართველოს ოკუპირებულია როგორც ჩეჩნეთი. გაუმარჯოს საქართველოს, გაუმარჯოს ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიას. ვუსურებ თავისუფლებას ჩეჩნეთსაც და საქართველოსაც რუსეთის გარეშე. მადლობა. ვესალმები ყველა ქართველ დებს და ძმებს. მე დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ბრიუსელში. მე მიამაყება რომ ვესწრები ამ დღევანდელ დღეს, რომელიც ეძღვნება საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელობის ჭადრაკი იმართება დღეს. და ზვიად გამსახურდიამ როგორც თავის ერისთვის, ისე ჩვენთვისაც დიდი ლეგენდა არის. მან თავისუფლებისთვის გაწირა თავისი თავი და ჩვენ ვიცით ჩეჩნებმა რისი ფასია თავისუფლება. და მე ვუსურვებ თავისუფლებას საქართველოსაც და იჩქერიასაც. დიდი მადლობა თინა. Ассаламу алейкум. Я хочу сказать о Звяде Гамсахурде, потому что лично его видел вместе с Жохаром Дудаевым. Мы в летней резиденции были вместе. Я, как министр связи, всегда соединял Гамсахурде, его жену с Америкой и так далее. Но знал его лично. И когда он погиб, когда его привезли в здание президентского дворца, в эту ночь я был дежурным по республике и лично видел труп Звяда Гамсахурди. Я хочу сказать, что действительно Звяд был очень мощный политик, человек, который любил Кавказ, любил свою родину, Грузию, и был близок с чеченским народом. Я был свидетелем, когда Жохар Дудаев и Звяд Гамсахурди рукопожатием, обнявшись, дали слово, что всегда будут вместе. Я надеюсь, они и сегодня вместе. Я хочу сказать представителям грузинского народа, вы должны гордиться таким человеком, как Звяд Гамсахурди. Он был большой любитель шахмат, кстати говоря. И с Жохаром они часто играли в шахматы, и за этой игрой они беседовали всегда по поводу политики чеченского народа, грузинского народа и всего Кавказа. Я хочу опять повторить представителям Грузии, гордитесь таким человеком. Мы тоже гордимся Жохаром, гордимся Звядом Гамсахурди. Спасибо, что вы сюда пришли. Всего доброго. Спасибо. Сегодня наше правительство здесь собралось, и мы выражаем огромную благодарность грузинскому народу, поздравляем героический народ с победой, стремление к окончанию к победе, и поздравляем с Днем Независимости, потому что мы братские народы, героические народы, которые сражаются за свободу, за свое государство. А выдающийся лидер грузинского народа Звяд Гамсахурди – это для нас честь, гордость, так же, как и наш первый президент за независимость Жохар Дудаев. Это для нас два символа, которые всегда останутся в памяти и навсегда. Я хотела как женщина, как мама, как бабушка сказать, что мы, когда спим, Украину бомбят, и люди не спят. То, что произошло сегодня ночью, это просто вопиющее преступление, за которое должны ответить те, которые это совершают. Украина объединяет нас. И я белорусская, и тоже не могу спать, живя в демократической Бельгии уже 25 лет. Потому что бомбят Украину, в
моей родной Белоруссии каждый день репрессии, люди умирают в тюрьмах, и более 6 тысяч человек с 2020 года были осуждены по политическим мотивам, и репрессии не прекращаются. Я знаю историю Ичкерии, потому что я вместе с диаспорой уже больше 20 лет, и в профессиональном плане работаю с диаспорами, но чеченцы стали моими друзьями, и я уже знаю очень много про историю Ичкерии, про историю независимой Ичкерии. У меня есть, чем я горжусь, гражданство Республики Ичкерия, свободной Ичкерии. И мне очень больно, и Инна Курочкина, я тоже смотрю ее, которая просто с мужем Андреем потрясающий вклад вносит. Я всеми горжусь вами, горжусь тем, что мы все продолжаем бороться, каждый день, каждое мгновение что-то делаем, по отдельности и вместе, по отдельности и вместе. И это вместе, и да, еще, конечно, и грузинская диаспора, представители, это тоже очень важно, открывать для себя каждый день новую историю, что мы должны объединяться, бороться, не сдаваться, и только тогда мы сможем победить агрессора. И я хотела еще, Ибрагим знает, что Игорь Витенкош, который украинец, добавит еще. Игорь, пожалуйста, подойдите, извините, что я уже не свою роль немножко. Добрый день, спасибо за приглашение, мне очень приятно, в прошлом году тоже я у вас был, и мне радует то, что мы вместе. Наша дружба, наше сотрудничество, наша помощь, не только то, что мы помогаем друг другу, но мы еще боремся с русским миром. На жаль, на сегодняшний день и в Грузии, и в Украине, и в Белоруссии еще в головах людей остался этот русский мир, и старое поколение, и есть из молодого поколения, которое не очень просто это все изменить, ментальность людей. Но то они видят нас, а мы их меняем. Если я скажу, что я за свою жизнь хотя бы 100 человек поменял и убедил их, что это зло, российское зло, которое несет зло и смерти по всему миру, тогда я прожил не зря. Спасибо вам за то, что мы вместе, спасибо, что наши флаги вместе, и, конечно, спасибо солдатам, которые сегодня стоят с украинскими солдатами. Я уже говорил на вашей конференции, когда у вас была война, наши ребята были там, и они мне спрашивали, зачем ты их готовишь? Это же далеко, страна далеко, они никогда нам ничего не помогут. Не, это не тот народ, который забудет добро. Я знаю этих пацанов по армии. И так и случилось. К нам пришла война, к нам пришла беда, и ваши солдаты сейчас помогают Украине и вместе сражаемся с русским злом. Поэтому очень большое спасибо, и мы будем дальше вместе. Ну, мне кажется, тут вполне очевидно, кроме того, что это наши соседи, это Кавказ, это наши братья. И нас очень много объединяет, очень с древней истории. Мы всегда были в хороших отношениях, за исключением каких-то небольших периодов. Были у нас какие-то несогласованности, но это благодаря Российской империи, которая стравливала. Это буквально, вы знаете, недавно связано с Абхазией, вот эти дела. А так грузинский народ, как путеводная звезда. Это единственное государство, которое более-менее не до конца еще обрела вот эту ту свободу, которую она достойна иметь, эту свободу. Все-таки влияние вот этого северного соседа, еще это есть, мы знаем, там такие политические моменты, но все равно это всегда был наш друг и будет наш друг. И Зviad Gamsakhurdija это действительно и для меня, и для всех это огромная личность. Во-первых, он из очень интеллигентной, образованной семьи, большой интеллектуал, красивый, как и все грузины, мужчина, и мужественный. То есть важно было, чтобы вот этот класс такой аристократический, интеллектуальный подключился именно в политическую борьбу, и они смогли победить на этом этапе. Но все равно опять вмешалась Россия, к сожалению, и
вот это движение уничтожило. Но, тем не менее, вот память о Звияде он оставил огромную, колоссальную. Это не только наш друг нашего народа, но и лично Джохара Дудаева. Я воспользуюсь тем, что я как бы хозяин микрофона, и тем обстоятельством, что я имею отношение к культуре, поэтому я хотел сказать несколько слов о культуре Грузии. Культура Грузии действительно исключительно стоит на особом месте, она уникальна, можно сказать. Ну, вы все, наверняка, люди старшего поколения, сталкивались с произведениями деятелей культуры и искусства. Еще там 70-х, 60-х годов наверняка. Я первый раз помню еще школьником во втором-третьем классе, в доме появилась книга, красиво иллюстрированная. Это была поэма Шата Руставели «Витязь тигровой школы». Вы, наверное, помните, да? Вот это знакомство мое первое состоялось. Ну, потом, по мере взросления, конечно, это прошло через эстраду, более популярный жанр искусства. Это было, конечно же, ансамбль Арера, великий ансамбль Арера. И потом параллельно был, кстати, детский ансамбль Зиури, солнечный, приводился. Он состоял из девочек юных. Вот. Потом Вахтанг Кигабидзе, Нани Бригвадзе, Сосо Палайшвили, Тамара Гварцетели, вот сейчас недавно Катамадзе, джазовая певица. Сейчас недавно в ТикТоке, в интернете появилась группа, вокальная группа Браво Медея, по-моему, как это называется. Они поют на разных языках. То есть это что касается эстрадного искусства. Теперь особо мне хочется сказать о деятелях кино. Вот удивительный факт является то, что количество профессиональных деятелей и созданные ими произведения очень удивительно в том плане, что имея в виду, что Грузия небольшая страна, что они создали столько великих фильмов, которые вошли не только в советский как бы фонд, но и мировой фонд. Вы, наверное, помните все, да, именно я кратко перечислю, начиная с Михаила Колотозова, его «Красная палатка», «Летят журавли», Атари Ясилиани, Ализов Чиидзе, который снял фильм «Отец солдата», в котором сыграл великолепную роль Серго Закрянцы, который мы все смотрели тоже наверняка, Роберт Стурова, ну и, конечно, Данелия, Георгий Данелия, который фильмом все мы любим и смотрели, начиная «Я шагаю по Москве», 33, Афоня, «Осенний марафон», Кинзадза, ну и, конечно, Мимино. То есть количество таких талантливых относительно на душу населения просто зашкаливает. Ни в одной постсоветской республике, ну, России мы не будем сравнивать, конечно, огромная страна, но постсоветской республики и, наверное, некоторые страны, такие сравнимые с Грузией, никогда не выдавали такого количества талантливых режиссеров и деятелей кино. Вот то, что я сказал. Ну, другие жанры, допустим, я вам назову, что касается хореографии, это Джордж Маланчи, если вы слышали о нем. Ну, это великий, считается, балетмейстер, хореограф, который создал как бы новую школу в Америке, в Нью-Йорке, как бы сочетая классику и новаторское. Это тоже грузин. Потом художник Перосмани тоже получил мировую известность. Теперь, что касается хореографии, ну, мне тут особо не надо распространяться, вы знаете, как грузины танцуют. Вот этот ансамбль имени Сохишвили, лет 60-70, по-моему, они уже гастролируют по всему миру, просто собирают огромные залы и рукоплещут представители народности. Огромная популярность, то есть это хореография, что касается. И теперь
Хотелось бы мне тоже завершить уникальное тоже явление, как хор, народное песнопение. Вот я приведу вам два таких фактов, которые, возможно, вы об этом не слышали. В 70-х годах прошлого века ЮНЕСКО признала народное песнопение Грузии шедевром. Прямо вот так шедевром, грузинское песнопение. И еще один факт удивительный. В 2000, по-моему, 2001 году американское космическое агентство НАСА отправило золотые пластинки, где были как бы собраны все достижения человечества за всю его историю пребывания на Земле. Все, что они достигли. Но это было сделано с целью, как бы такой, на перспективу, может быть, кто-то инопланетяне или кто-то как бы их обнаружит и как бы коды передать. И вот в этих пластинках, наряду с другими 20 произведениями музыкальными, собранные по всему миру, самые лучшие, была грузинская песня тоже. Вот. Это такое уникальное явление. То есть практически во всех жанрах они достигли действительно очень высокой планки. И я забыл, кстати, короткометражные фильмы, которые мы все смеялись и до сих пор иногда пересматриваем. То есть вот такой исключительно творчески одаренный народ. Это идет от какого-то внутренней какой-то свободы, от какого-то особого отношения к действительности, к людям. Кавказ, конечно, красота Кавказа, это тоже повлияло, но они все-таки какой-то имеют свою специфику, чтобы создавать вот такие шедевры культуры и искусства. Все, на этом я заканчиваю. И сейчас мы... Да, и дадим слово, и как раз перейдем к фильму, да? Я хотела спросить вот о чем. Мы с Андреем слушали в машине недавно специально соловьевскую пропаганду, и там есть такой у них ведущий Куликов. И вот Куликов приглашает в свой эфир Михаила Леонтьева, вы знаете, этого одиозного совершенно журналиста еще с 90-х годов. И Леонтьев говорит, что ну вот не могут люди объяснить на фоне переговоров, которые ведет вот Украина, Соединенные Штаты, Россия, Европа, они не могут объяснить мотивы, почему же Россия вынуждена была напасть на Украину. Давайте я вам расскажу, говорит Михаил Леонтьев. Вспомним 95-й год, Новый год, вспомним, почему Россия напала на Чеченскую Республику. И тут все прерывается, он не успевает объяснить, и уходит Соловьев на рекламу. Вот они возвращаются, уже этой темы как будто в помине не было. Почему они так боятся все-таки объяснить, почему Россия была вынуждена напасть на чеченских террористов? Я так понимаю, что вы заряжаетесь такими программами, чтобы у вас была энергия, да, вдохновение. Но главная проблема в том, что власти России и политическая элита не допускают никакой дискуссии вообще насчет независимости или самоопределения. Они сторонятся этой дискуссии, потому что эта дискуссия сама, в принципе, им не выгодна, потому что, если мы, допустим, помним всякие сепаратистские движения, допустим, в той же Великобритании, когда Шотландия хотела отделиться, то это же была большая дискуссия, это же был открытый процесс, и люди сами определяли свою судьбу, да, путем голосования, то есть абсолютно цивилизованно. Но Россия сегодня живет теми нарративами, которые она жила там в XIX веке. То есть они не хотят поднимать этот вопрос дискуссионно, они хотят имперски навязать свою повестку, и для того, чтобы эта повестка вообще не обсуждалась. Это просто две совершенно разные культуры существования. И вот российская культура существования, она на сегодняшний день не позволяет такой дискуссии, и поэтому, если даже Леонтьев, который в свое время участвовал в этой дискуссии, так немного, в период Ельцина, да, он мелькал там
на Первом канале какую-то свою авторскую программу вел. То есть он готов дискутировать, потому что он в теме. И хотел бы это сделать, потому что понимает, что, может быть, какие-то козыря в этой дискуссии у него припрятаны. Но Кремль сегодня не дает ему раскрыть эти козыря, которые он хотел бы раскрыть. Он решил сделать такой фальстарт, и в перерыве его поставили на месте. Именно. 26 мая, День независимости Грузии, и приурочено это, посвящается Гамсу Хордие, то, что он плечо к плечу стал Джохаром Дудаевым, и один из первых, кто признал нашу независимость, и благодарность ему, и в контексте, что мы боремся за свободу, сейчас идет ожесточенная борьба против российского империализма в Украине, и сегодня тут присутствуют граждане Украины, граждане Грузии, Ичкерии и других народностей. Мы подчеркиваем, что мы плечо к плечу за правду, за свободу. У нас общая цель, общая борьба, общий враг, и мы победим, иншаллах. Слава Украине, живее Беларусь, свободу, Ичкерии. Героям слава. Два слова. Так что, как он сказал, мы боремся за свою независимость уже более 32 лет. А Гамсахурди – это наш первый ласточка, как говорится, к свободе. Он был великолепным человеком, великолепным умом, мудростью и смелостью. И если бы не был таким смелым, он не вернулся бы в Грузию. Он доказал, что он не боится ни врагов, он действительно готов был отдать свою жизнь за свободу Грузии и за Кавказ, чтобы объединилась. Я видел один документальный отрывок, когда Джохара брали интервью, рассказать о Зияде Гамсахурде. И когда он рассказывает о Гамсахурде, у него появились слезы в глазах. И камера направлена, он раз потряс, вот эти слезы летят, там видно в камере. И он запрещает этому корреспонденту, пока я не умру, этот документальный фильм не показывайте никому. Они проявят, что я слабость проявил. После смерти только покажите. Они были не только друзьями, но они были побратимами. Они знали, за что они уйдут друг за другом. Сегодня, наверное, в вечности они встретятся, и мы уверены, даже если кто-то в защиту за свою родину отдает свою святую жизнь, они на единой дороге тропы свободы. Я как-то видел сон, что Джохар Дудаев собирает в большом зале, там плиты золотистые, черные, мраморные, и он одет в великолепном одежде, и все, кто умерли, грузины, все вместе они сидят. И мать Джохара говорит: дуки, сейчас хватит, мы освободились от этого, не надо делать. Нет, мама говорит, мы разработать этот план. Этот сон я вижу, на второй день мне приносит конверт. Завтра идем в город, чтобы освободить. И этот сон, и мы освободили город, первый зашли и освободили в августе нашу столицу. Вот такие ребята, они уходят в вечность. Они будут жить столько, сколько будет существовать наша планета. Такие люди рождаются 100 лет один раз. Я уверен, что они в хорошем месте сейчас находятся. Дай Всевышний, чтобы мы были примером этих двух мужественных побратимов. Я уверен, что Грузия, Чечня, Украина приобретет свободу.
А что сказал Джохар, любые его слова сбывались и сбываются. Он говорил, что солнце свободы станет на Украине у чеченцев и на Кавказе. Так что Кутаев Руслан занимается Кавказом, и каждая республика на Северном и Южном Кавказе будет свободными республиками. Топа Чермоев нам показал, и когда не существовал Совет Европы, он объединил Кавказ и создал Горский конфедеративную республику. А их мечту восстановили Гамсахурди и Джохар Дудаев, Зелимхан Яндербиев, и Аслан Масхадов, Абдул Халим, которые отдали свою жизнь. Есть народы, которые, единственный народ, который 5 президентов ушли, борясь за свободу. А первый дал этому, ушел он достойно, грузин наш, брат Гамсахурди, показал всему миру, как нужно бороться за свободу, независимость и за справедливость между народами. Сегодня эстафета в руках у Украины, там борются все народности, начиная от чеченцев, ингушей, дагестанцев, азербайджанцев, кто любит и ценит свободу. Я уверен, что в скором будущем Украина станет свободной. Благодаря этому и все народы освободятся от этого. Да, мы верим и продолжим их путь до самого конца. Мы уверены, что их жизнь это будет нам всю жизнь, нашим поколением, народом, примером, подрастающим поколением. И нам самим это долг не забывать о таких людей и таких подвигов. 100 лет один раз рождаются такие люди. Ну и они есть пример для нас и для наших народов, что он показывает, как объединиться. Пальцы и рук можно сломать по одному, а кулак не сломаешь. Мы сегодня сделали кулак свободы. Иншаллах, мы придем к свободе.